Всем привет! Мы начинаем второй день нашего фестиваля молодого калмыцкого кино. Подайте сигнал. Еще раз, меня сейчас хорошо слышно или нет? Так, сегодня у нас по программе первый фильм. Он немножко длиннее, чем у нас остальные были в программе. От нашего молодого калмыцкого режиссера Арслана Манасяна. Фильм называется «Кажущаяся смерть». И после просмотра мы обсудим с режиссером вместе этот фильм, так что после просмотра обязательно подключайтесь к обсуждению, можно будет задать вопросы.
Привет. Привет. Почему меня не подождал? Просто ты идешь медленно. Понятно. Как дела? Дела как? Ну, вроде бы хорошо. А у тебя как? Нормально? Вполне себе дела. Да. Погодка сегодня здоровская, да? Угу. Прохладнее стало. О, сейчас, погоди. О, знаю где. Далеко. Спасибо. Здрасте. Есть вкладыш? Ага. Спасибо. У вас спички есть? А, да, ладно. А, понял, спасибо. У вас прикурить не найдется? Прикурить? Нет. Ну, просто спички не продают, оказывается. Я думал, в киосках продают. А вы курите? Ну да. Но у меня сигарет нету. Нет, тоже нет. Вот наши ребята. Подходите, если что. Хорошо. А ты случайно не знаешь ее? Не, лицо знакомое, но типа не знаю. Пойду покушать возьму.
Чё? Одна? Да. Жду, пока еду принесут. Все ушли? Да. А куда? За едой? Что заказали? Не знаю, честно. Ты врешь, что ли? Что? Я не знаю, что закажут. Супер. А где Амурсан? Ну вот, и шел за едой. Амурсан? Ой, деньги я... Он ушел в ту сторону. Какую? Да? Туда, прямо. Зачем? Честно, я не знаю. Он просто встал со стула и ушел. Понятно. Да. Ну вообще тут кафе четко, столы такие крафтовые. Что смеешься? Что ты смеешься? Да, Хорошее кафе. хороший. Ой, и столы. Столы хорошие. Чё? Столы хорошие. Извините, а тут есть кафешки? Нет? Ну, вроде, по идее, должно быть. Вроде такие есть. Ну, просто мне нужны ложки. Зачем вам ложки? Девушка, не смейтесь. Хотите есть? Возьмите сырок. Я с ней познакомился, ну вот с девушкой, что подошла ко мне. Она прикурить предложила, а я не знаю. Ну как-то странно познакомились. Понятно. Ну, да. Солнцевый дым. Да. О, Ох. Ничего себе, привет. Ты где был? что, ты будешь есть? Привет. Чеснок? Да, нужно в садик отнести. Как раз. Зачем им так много?
Я не знаю, детей только чесноком кормят. По-моему, наоборот. Коронавирус. Кстати, да, угощайся. Ой, МСА не будет, спасибо. ты будешь. А, ложек нет. Ложек нет? Да, сейчас принесем. Где мой велосипед? Не знаю, он шляпу. Где мой велосипед? Где? Дай ложку. Поешь, садись. Где велосипед? Иди поешь. Велосипед нужен. Где он? Суп остынет. Велосипед где? Я не знаю, где ты велосипед. Что ты представил? Садись, поешь. Где мой Дай ложку. велосипед? Нет. Где суп? Спасибо. Сейчас похаваем нормально.
Мгм. А, Арслан, расскажи, пожалуйста, про этот фильм. Просто в целом, как ты его начал делать, как придумал. И не знаю, раскрывается эта информация или нет, или это открытая концовка, которая должна быть как бы для интерпретации зрителей. Но вот мне интересно, а, правильно ли я поняла, что там умерла женщина или не умерла, или мы должны сами как бы понять. Умерла, конечно, Умерла, да? умерла. А, Да. то есть в конце вот кадр, где как будто бы вылетает душа из окна, да? Что-то такое. Просто я подумала, что, может быть, Типа того, да. мальчику показалось, и он просто испугался, и поэтому, типа, называется «кажущаяся смерть». И вот. Но понятно, теперь немножко понятнее стало. Ну, давай тогда расскажи в целом про фильм. Мгм. Ну, это мой курсовой фильм. Я учился в киношколе в Москве, и это вот курсовая работа. Снимали мы в 2021 году. Я писал полгода сценарий, потом вот в августе приехал в Эльсту летом, и мы собрались и сняли за неделю вместе с Назаном Левгиновым, который вчера показывал свой фильм, он был оператором, и мы на его камеру снимали вместе вот с актерами. Это мои друзья все. Яна Пюрбеева, Хухачи Кикеев, Заяна Левгинова. Вот. Да, и мы без бюджета все сняли. Нашли мальчика вот этого, который главный герой. Я его случайно встретил на концерте в музыкалке Ченкушова. Вот. Он отличный актер, отличная у него внешность, и он очень живой. Вот. Прям клевый чувак. Ему 11 лет было тогда. И он сейчас, я не знаю, где он, но вот, да, ну, вот. И мы сняли, я смонтировал потом, и все. Мы нигде его не показывали, премьеры не было. То есть, по сути, вот это можно сказать, премьера. Вот. Я хотел его в октябре показать в Элисте, но в октябре в кинотеатре. Но в итоге я уехал в Москву, и как-то не заладилось. Вот. На фестивале никакие еще не отправлял. Ну, вот так как-то. Ну, мне нравится, что получилось. То есть он такой очень интимный получилось какой-то фильм. Такой ни для кого. Спасибо. А вот еще я правильно поняла? Мне показалось, что вот твой персонаж в фильме как будто бы брат этого маленького мальчика, или нет? Как будто он что-то знал тоже и так сидел с каким-то пониманием на лице, как будто он что-то понимал. Может быть, это тоже его мама или что-то? Ну, я об этом не думал, то есть изначально он не был братом, но это можно так интерпретировать, потому что, ну, он там вначале, когда мальчик бродит, он рядом с ним сидит. Я думал, это просто друг, ну, знакомый типа. Ну, может быть, и брат, не знаю. Поняла. Давайте тогда слушатели зададим какие-нибудь вопросы. Есть ли у кого-то комментарии, вопросы, отзывы? Не стесняйтесь, говорите. Арслан, я правильно поняла, что это твой первый фильм, да, учебный? Ну, в киношколе... Ну, вообще нет. Мы до этого снимали много просто так, когда еще не учился в киношколе. То есть мы сами... Не, это не первый, это какой-то там 6-й, по-моему. Ага, спасибо. Да, ну из таких прям в которые я прям вкладывался, наверное, да. На тот момент это был прям мой магнум опус, я прям очень старался над ним, хотел сделать хорошо. Вот. Получилось круто, спасибо. Спасибо. Есть еще у кого-то вопросы какие-нибудь?
или У комментарий? меня больше такой вопрос. Я вижу, что вот в фильме используется очень много визуальных приемов, там, голландский угол, сумо, вот это снято с тряской и все прочее. Но у меня сложилось впечатление, что почти отсутствует цветовая коррекция. Это какое-то тоже решение. И вообще, как строились кадры в этом фильме. Интересно было бы узнать. Хороший вопрос, спасибо. Я почти не делал цветокоррекцию, потому что я не умею ее делать. Я просто накинул лут, ну, просто чтобы она была более контрастной картинкой, и все. И некоторые кадры там подкрасил, чтобы они были примерно все одинаково выглядели, потому что мы снимали в разные дни, и в какие-то дни было солнечно, в другие было облачно. И там она очень сильно отличалась по цвету, то есть солнечно она была желтая, более светлой, там четкие тени, а в облачные дни она не была такой. И поэтому и там я чуть-чуть подправил, чтобы они примерно как будто в один день мы снимали. Вот. А тогда такой художественной цветокоррекции не было. Вот. А насчет кадров, да, я очень там на самом деле... Ну, мы снимали очень сильно в спешке, почти не делали дубли, и очень так было все дезорганизовано, но круто. И в этом был, ну, свой прикол, как бы. И на самом деле кадры многие, ну, не было раскадровки, и поэтому я просто в голове примерно представлял, и все, и поэтому так там все очень эклектично, и... Короче, не было какой-то концепции кадров как таковой. Ну, каких-то кадров были, то есть начальный кадр, где тряска, где в конце камера улетает, или где она в середине там. Да, но вообще очень, короче, дофига всего. То есть и трясущаяся камера, и статичная камера, и всякие там голландские углы. Во многом такая вот неразбериха из-за того, что не было раскадровки, и кадры находились на площадке. Вот. Мне понравилось вот это сталкивание, то есть, вашего фильма с такой хроникой, то есть с реальностью. Очень, ну, очень зацепило. Там такие какие-то вот, как будто гличи. Но у меня вопрос по звуковому оформлению. Вы музыку специально писал кто-то или вы брали уже и подгоняли под кадры? Музыку я сам написал. Я ее написал, когда мы уже все сняли, и она как-то сразу получилась. То есть там, ну, она несложная, там пару аккордов, и все, я подставил, она идеально подошла, и я такой, ну, отлично. Как бы вот, да, это мы, когда монтировали, написал. Вот. А насчет документальной реальности в фильме я согласен полностью. Мне кажется, это одна из самых сильных черт фильма. То есть то, что там вот есть вот игровая реальность, где актеры играют, там вот у них какие-то вот такие, что-то они там говорят, диалоги какие-то пытаются играть, и параллельно на фоне проходят документальные люди, смотрят в камеру, там, ну, и они как-то, они существуют очень органично. То есть это 8-й микрорайон, и там очень фактурная архитектура, то есть там все полуразрушено, ташкентские дома эти, вот, и там вот эти люди существуют как-то в своем мире, и вообще нет дела до нас, а актеры существуют в какой-то другой реальности, и поэтому на этом контрасте получается очень интересный эффект. Мне прям, ну, мне тоже это очень нравится. Я бы еще посмотрела что-то в этой тематике, если будет дальше снимать. Я бы тоже посмотрел. Спасибо. Да, спасибо. Ну, а вот, ну, обычный зритель, да, привык смотреть какие-то фильмы, где прям сюжеты, там завязка, там какая-то кульминация, развязка, то есть стандартная такая структура сюжета. А этот фильм, если я правильно понимаю, он как бы такой больше, ну, как бы просто день, когда что-то происходит, да, люди сидят, там что-то разговаривают, я не знаю, как вот кофе и сигареты там, или
вот какие-то фильмы, типа, или вот «Трудности перевода», да, Софии Копполы, где как будто бы особо ничего не происходит, но просто люди разговаривают, что-то ходят, там встречаются с кем-то, и как бы ты смотришь для атмосферы, как будто больше, чем для сюжета, но при этом сюжетные все-таки какие-то повороты тоже есть, в конце концов, там кто-то умирает даже. Вот, я правильно поняла, что да, ты вот чем-то таким вдохновлялся? Да, я хотел... Вообще, я учился в Московской школе нового кино, и там примерно такое кино и снимают, то есть они очень любят артхаусное кино и учат снимать артхаус, ну, как авторское кино, медленное кино, вот. И да, и я очень был вдохновлен в то время такими штуками, и поэтому написал такой вот сценарий, где ничего не происходит, и при этом что-то происходит, при этом как бы, ну, есть какая-то структура, вот. И мне кажется, это... не знаю, на уровне, вот когда мы сняли его, то есть на уровне сценария там все было четко, то есть сценарий он более какой-то четкий, я его по-другому представлял. Когда мы его сняли, получилась более вольная интерпретация сценария, более какая-то... короче... Не знаю, ну, меньше, короче, структуры получилось и больше атмосферы, вот. И я не знаю, работает ли, но для меня работает. То есть я вот сейчас смотрел, и я прям, ну, мне было интересно смотреть, потому что я его давно не смотрел, и несмотря на то, что там нет сюжета, мне было интересно смотреть, просто наблюдать, как они ходят, там что не происходит. А фильм идет полчаса, то есть это на самом деле очень дофига, вот. И да, мне кажется, это интересно, но с другой стороны... Это сложно так делать, выдерживать как бы и структуру, и атмосферу, но когда это получается, то это получается круто. Не знаю, получилось ли у меня, но мне кажется, что-то получилось, что-то определенно получилось. Мне фильм напомнил извини. Говори, извини. Я просто по этой теме, что мне напомнил фильм Линклейтера «Бездельник», я не знаю, смотрели вы, 90-го года, и там тоже как бы один день, и просто один сюжет, то есть одна история переходит медленно в другую, и вот так все неспешно, такой тоже жаркий день, и, ну, в общем, я скину потом в чат фильм, может, вам будет интересно посмотреть. Класс, да. Да, что-то такое, то, что вот такое листа, лето, каникулы, и вот они вот сидят, эти молодые люди, и им нечего делать, то есть они сидят и все, и как бы существует в вакууме таком. И мальчик с ними, который младше их, и при этом у него там мама умирает. Ну, типа такого. Да. Кажущаяся смерть. Может быть, ты расскажешь, как ты вообще... Ну, ты учился, да, в школе, вот этой Московская школа нового кино. Как ты туда попал? Что вы там делали вообще? Понравилось тебе или нет? Я не знаю. В целом, может быть, кто-то тоже хочет поучиться. Да, это Московская школа нового кино. Они специализируются на авторском кино. Они учат снимать авторское кино. Вот. Там 2 года учиться, обучение платное, то есть школа не государственная. Вот. Я туда поступил, когда поступил в 2020 году. Мы с Донзаном, там был конкурс на грант, и надо было снять короткий фильм до 3 минут, художественный. Вот. И мы сняли, я снял, и Донзан мне помогал, и он прошел там в шорт-лист, в полуфинал конкурса, и, короче, я поступил. Вот. Ну, на платное обучение, но поступил, то есть без вступительных экзаменов. И учился там 2 года, и мне кажется, МШНК это прям, одна из лучших киношкол в России, то есть там очень, очень круто учат, очень не банально, и прям вот первый год я был очень сильно вдохновлен вот таким вот авторским кино, вот таким вот, просто такое бешеное у меня было вдохновение, то, что я написал этот фильм, и я, короче, не жалею, то, что там учился, и всем советую, если вы хотите поступать куда-нибудь, то берите в расчет МШНК, Московская школа нового кино, потому что там клево, то есть там хорошая атмосфера, хорошие преподаватели, очень талантливые.
Вот. Сейчас я выпустился уже, то есть я вот снял дипломный фильм, уже снял короткий метр, и вот сейчас я нигде не учусь, не работаю и ничего не снимаю пока что. Вот. Всем советую туда поступать. У кого Да, вы учились? да. У Дмитрия Мамули, это грузинский режиссер, он там художественный руководитель, Дмитрий Мамули. Вот, он тоже, он снял 2 фильма, тоже он авторский режиссер, он очень, очень харизматичный, он грузин и при этом очень умный, то есть прям крутой. Там еще Алексей Гусев, это кинокритик, один из лучших кинокритиков России, учит истории кино, вот, и куча других преподавателей. А как ты вообще начал снимать фильмы? Ну, то есть, как ты к этому пришел? С помощью Эллы Манжеевой. Она в 2017 году приезжала и организовывала детскую киношколу, детский кинолагерь летом на 5 дней. И там за 5 дней типа, дети будут снимать фильмы с ее помощью. Вот. И я пошел туда впервые. Мне тогда было 14 лет, вот, и тогда я решил стать режиссером. Теперь я режиссер. Круто. Да. Элла большая молодец, она после этого кучу еще раз делает кинолагерь, то есть каждый год, по-моему, она 5 раз его делала, организовывала, и каждый раз приходили новые дети и снимали свои фильмы, и вот там куча людей оттуда вышла, и мне кажется, она многое делает для киносообщества, делала. Сейчас не знаю, что делать. Ну, она сейчас тоже организовывала, вот в октябре была у нее онлайн киношкола. А сколько эта киношкола длилась вот, для детей, в которой ты участвовал? Для детей, которые неделю, то есть мы, 5 дней, и 6-й день был премьера. Вот за 5 дней мы типа должны были снять короткий метр, и я тогда выиграл питчинг там со своей историей, и тогда я снял свой дебютный короткий метр на 5 минут. Вот. Он там есть в Ютубе, кстати. Вот. Это было весело. Прям круто. Ну, мне кажется, это вот подтверждает тот факт, что очень немного нужно молодежи, чтобы они начали вот чем-то таким заниматься творческим. Вот если бы, например, всего лишь неделя, да, казалось бы, просто неделя занятий, на это не нужно там много денег, там вообще чего-либо. Короче, ничего не нужно, просто нужно, чтобы кто-то уделил время и с детьми, там, например, неделю там позанимался, у кого есть опыт, естественно, и просто им показал, что это можно, и, скорее всего, кому-то понравится, кто-то вдохновится, и появится вот творческая молодежь, начнет вот чем-то заниматься таким, потом поступит вот в школу какую-нибудь прикольную. И да, мне кажется, это подтверждает, что на самом деле не нужны особо даже деньги, можно даже от государства не ждать особо ничего, там, каких-то грантов, а просто, те, кто уже умеет что-то, должны как-то, наверное, думать, вспомнить о калмыцкой молодежи и постараться им, типа, тоже что-то дать и вдохновлять их тоже, да, на занятия творчеством. Наверное, да. Ну, круто, да. Есть ли еще у кого-то вопросы или комментарии? Если нет, то можем пойти дальше по программе. Можете еще что-то сказать. Да. Да. Ну ладно, да, извините. Тогда давайте, перейдем к следующему фильму. Вернемся на стрим. Следующий фильм у нас «Мини-тег» от Аралтана Бимбеева. Спасибо всем. Спасибо. Фильм «Мини-тег» Аралтана Бимбеева.
Дорже! Дорже! Зокса! Зокса! Зокса гина! Соңсчанч! Дорже! Бичамда кел жанап! Дорже! Чиюнгат Егжакевич! Был Хагиджа. Бесен Самугов. Юм болгон. Чуда меджанч. Меня ардысы. Ягат евджи юхумч. Бичамда накыд болхарса жанар. Ягат. Нанда ягджи накыд болхарсем жахмыш. Мимика сынгемыгай. Кизячигин харылжа чашгош. Биче. Туркухан хай. Sana. Yoksaran. Yoksaran! Sanal. Gezen kıver şaşk bercin oldat. Helay. Nara nerede? Nara nerede? Şidolga kim? Narni. Ne oldat hele? Дорже. Тейкім беші. Şi. Andin tiyeme beleş. Чименит сустагар. Женщ. Нанлады. Чамда керго. Белоча! Охраняться. Ирчана заскла. Архиста.
Хәйестав. Инеге Ирсән Әлмәҗанов. Она мне так. Ну, думаю, мы достаточно подождали. Арлтан, привет. Всем здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно.
спасибо за фильм и за участие в фестивале. Только что посмотрели фильм. Можешь рассказать немножко о том, как ты пришел к идее этого фильма, как вы его сняли и так далее? Фильм был снят в 2018 году. Он был навеян темой, если вы все знаете, да, у нас в Элисте бывают эти моменты, когда группировки разбираются там, на улицах Элисты. Это такое частое явление у нас. И там вот, когда парень пострадал, у меня родился такой образ, что нужно сделать это. Нужно эту проблему как-то высказать, рассказать о ней. И почему-то захотелось перенести это немножко назад по времени. И так этот замысел родился. Буквально быстро я там за несколько часов написал сценарий. Да, подправил его немного и решил, кого я буду снимать. Тогда я уже знал некоторых ребят с нашего театра национального. Пошел и предложил. Некоторые захотели, некоторые нет. Долго я ходил, искал кого на главную роль. Вот определился вот с двумя Ачирами. Ачир Рыдеев, Ачир Такаев. Я на самом деле хотел там на роль Ачира Такаева другого актера. Сейчас со временем я понимаю, что все правильно было. Тот актер отказался. Я вот сколько кино снимаю, я понимаю, что что происходит, так оно и должно было быть. То есть по-другому уже я уже не представляю этот фильм. То, что Ачир согласился, и Ачир Рыдеев согласился, все правильно сложилось. Я думаю, я угадал с ними. Они сумели передать то, что я хотел. Снимали мы за Троицким. Поехали втроем на машине. Долго искали место. До этого мы ездили, искали место. Все было не то, потом буквально... все было так спонтанно тоже. Так часто бывает. Просто ехали, и мне показалось, вот это оно место. Мы вышли, посмотрели, да, похоже. Так как у меня раскадровка была, мне было в этом плане легко. То есть, они артисты, они, профессионалы. Им ставишь задачу, они делают быстро ее. Мы были сжаты по времени. То есть, у них было ограниченное время. И мы так быстро сняли. Это буквально за несколько часов было снято. То есть снято было быстро, а монтировалось долго. И потом это все выкладывалось, там музыка, озвучка, все это было дольше. Снималось быстро. Там вот в конце, когда герой погибает, там я пригласил наших артистов. Там вот вокал — это Айса Бригадикова, заслуженная артистка, она в Тюльпане работает именно вокал, да, потом там Баир Шавканов, Лимба. То есть музыку так я записывал. Саур Катаев я попросил, он там мне помогал с музыкальной частью. Вот так. То есть вы прям специально вот эти голоса, да, записали для фильма? Да. Это был как бы мой первый короткий метр. И вот там просто перемешано. Там есть то, что озвучено было, потом переозвучено. А есть куски, которые там прям в степи были. Потому что я вижу, что, конечно, там звук это такой грязноватый, но я оставил, потому что он настоящий. То есть так уже сыграть невозможно, там нигде, ни в студии, никак. Я в это не верю, что может актер там 2 раза одно и то же сделать. По эмоциям. Поэтому вот так. Круто, что еще это все на калмыцком языке, да? Ты написал сценарий на калмыцком, и актеры говорят прям хорошо на калмыцком. Ты знаешь калмыцкий, да? Хорошо.
Я не сказал бы, что я хорошо знаю, просто мне показалось, что эту историю надо показывать на калмыцком. Ну да, учитывая, что это написал в прошлом. Да, я написал на русском, просто мне потом помогли, перевели. То, что я знал, там я как бы сам написал, а то, что не знал, там помогли, перевели. Ну, именно тогда как бы не было задачи. Костюмы там какие возможно. В такой музей кочевых народов есть. Когда вот заезжаешь в Ситичев, там есть кибитки стоят, когда летом слева. Там я познакомился. Юрий Сангаджиев, потом мне дал костюмы, там, именно реквизит. То есть оттуда брали. Я понимал, что я прям не буду передавать прям аутентичное, потому что там было невозможно. Это было все было как в темпе было сделано. Там понятно, что там некоторые моменты там зритель увидит то, что там не совпадает именно по визуальной части, имею в виду там прически современные. Но это было не главное, главное было передать идею вот этого человека, который на грани. То есть я для себя решил, я ее снимаю сейчас или вообще не сниму. Поэтому все было сделано так стремительно. Я, когда смотрела, мне не пришло в голову, что это... вот контекст, который ты рассказал, да, про группировки. Я подумала, что это просто... человек, который какую-то ошибку совершил, я не знаю, из чего там, из ревности или от чего-то, и что здесь именно тема возвращения к природе, что, он думал, как бы, что нас породила, да, природа, и он решил, что так как он совершил этот большой грех, он должен вернуться в природу, и природа должна его забрать. И он, в принципе, был уже готов к смерти, как будто бы, так как совершил этот грех. Но, получается, ты... наверное, ты эту тему закладывал тоже, да, сознательно, про природу. Или я ее придумала? Природа там есть, там степь же главная. Да, я еще подумала, так как название именно «Моя степь», то как бы, что это именно вот какая-то цикличность, что мы все рождаемся и уходим, как бы умираем, остаемся в природе, и, в общем, наше тело там остается. А ты, получается, хотел, так как есть контекст про группировки, какое-то высказывание против насилия, да, что если ты кого-то убьешь, то это, не вернешь уже, не исправишь этого. Это уже что-то, что меняет твою жизнь навсегда, судьбу. То есть ты в этом смысле, да, хотел? Такой посыл закладывал, получается. Да, и это тоже было, да. Там, на самом деле, как каждый смотрит по-своему, каждый вкладывает, да. Но то, что это главная тема, это правильно было озвучено. Человек, не знаю, как бы я вот его слова, и как бы они Минитек, «Моя степь», это самое главное в его жизни. И человек приходит туда. Последние минуты его жизни, он приходит туда, и там происходит то, что вы видели. Мне всегда сложно, и даже не хочется, как сказать, разжевывать все до конца. Это всегда упрощает смысл фильма. Согласна. А там в титрах еще был историк, да, вы еще консультировались с историком по как бы аутентичности, или вот как это происходило? Нет, я просто мне захотелось узнать, как это тогда было, что тогда было. Вот Арслан Басхаев, наверное, многие знают, он ученый и пишет книги именно вот про то время, да, Айрат и вот Айкахан, то есть вот то время, когда, да, вот фильм, это время
приближенно к тому времени, к тому периоду. Я у него расспрашивал именно, как это происходило. Если человек убивал в то время, что ему за это было. Мне казалось, что тогда было так все жестко, то что если ты убил человека случайно, там, или не случайно по разным обстоятельствам, тебя могли, ну, там, как-то наказать. А он говорил, ну, тогда было совершенно по-другому. Там, он говорил, что даже если человек убил, да, там, другого человека, не обязательно его могли в ответ убить, да, там, казнь какая-то. Он говорил, этот человек мог выплатить, то есть какую-то материальную компенсацию. То есть то, как я это представлял, тогда не было совершенно по-другому. Но он меня как бы так спустил с небес, то, что я там фантазировал. Но я не стал, это же все такой образ, я не стал прям буквально это все переносить, как он говорил. Как ученый знает, как это было, да. Я все-таки решил оставить то, что он... Ну, за то, что он сделал, он потом все равно уходит. Ну да, интересно, я бы тоже так не подумала. Получается, это как-то даже более гуманная система наказаний, чем сейчас. Просто заплатил. Не, он сказал, что в то время как бы человек убить было, ну, на раз-два. Ну, то есть, если казнь, да, то есть, если его убили, он бы слишком легко бы обделался, а там, если ты выплачиваешь, ты уже будешь думать, что там твои родственники будут выплачивать после твоей смерти, там еще, короче. Это более такое, да, более тяжелое наказание за убийство было. А мне казалось по-другому. Ну, мы многого не знаем с того времени. Ну да, интересно. Ну, еще, наверное, с тем, что у нас считается, что ты все равно переродишься, так что ничего страшного, как бы. Ну, мы тебя казним, ты просто пойдешь, переродишься дальше по циклу перерождений, и ничего не будет плохого с тобой. В общем, кто-то хочет еще задать вопрос, прокомментировать? Ой, плохо слышно. Так, я стараюсь поближе микрофон поднести. Так лучше. Ранее для этой сцены боев была какая-то раскадровка для этого, или как-то на съемочной площадке вы решили так сделать? Раскадровка была сделана, да. В основном была сделана, но динамичные кадры были. Ну, я знал, как я буду снимать. Поэтому на 90% там все было по раскадровке сделано. Так, ну, на самом деле фильм родился из одного кадра. Когда у меня замысел родился, это был кадр, когда общий план, когда его друг стоит, и он стоит, такой общий план степь, он стоит в левой части кадра, а тот другой в правой части кадра. И всадник его убивает, и вот этот был кадр, это было начало, а потом все было придумано вокруг этого всего. Ну и главная тема это... Не говори. И главная тема это была, да, вот эта степь, когда вы выходите в степь там весной, когда вот эта ковыль колышется, это меня всегда завораживало, и я думал, где бы это применить, вот я здесь применил это. Ну, то есть смыслы соединились, я вот решил это все, да, такой ритм. Ну, закольцевалось это все история. Джангар, ты хотел задать вопрос? Да, спасибо. Всем привет. Я хотел задать вопрос, а получилось донести, ну или хотя бы какую-то коммуникацию завязать с целевой аудиторией? Собственно, ну вот этот посыл. Как интересно, ну вот такой. Обратную связь получить? В том числе и обратную связь, да, ну и вообще как бы хотя бы показать где-то кому-то, да, поговорить, что люди думают об этом, целевая аудитория.
Могу сказать, что этот был фильм показан, когда он был снят, он был показан в библиотеке Амурсанана, там было обсуждение в том году, 18-м. Потом про него написали в газете, там, «Известия Калмыкии», где там Хальмегун, про него писали тоже. Обратная связь была получена только именно когда вот на обсуждениях. И этот же фильм мы обсуждали вот недавно, когда это было летом, кажется, или весной прошлого года. Я показывал этот фильм, и еще мой фильм про депортацию я показывал, «Прощай, земля калмыцкая». И обсуждение имени Минитек было прям такое хорошее, мне понравилось. И именно записи есть на Ютубе, на моем канале. Можете посмотреть, там прям такое на 1,5 часа, и там обсуждение, люди как на это реагируют, что они думают. Вот я какое-то время, в 2018 году, люди говорили там свои впечатления. В общем-то, да. То, что я хотел сказать, люди схватывают. А вот именно вот последнее обсуждение, там прямо одна сотрудник библиотеки встала и прям сказала все, что я туда вкладывал прям на 100%. Она это прочитала и сказала. Но это именно люди, не знаю, из библиотеки, люди, которые приходят, да, они смотрят, они там пытаются, они думают, да, это как-то об этом говорят. А вот более широкую аудиторию я не слышал. Когда, я помню, несколько раз его выкладывали где-то там на каких-то пабликах в Инстаграме, там какие-то комментарии были, там здорово, круто, и да, несколько там кто-то свой смысл говорил. Прям такого супер. Просто у нас же нет такого, у нас не показывают как короткий метр на большом экране. Только так вот. Библиотека, там, такой суженный вариант. Там какой-то вечер творческий, и все. А так люди, если сами столкнутся, наткнутся на этот фильм в интернете, только тогда увидят. Или если кинуть там какой-то паблик большой, тогда они увидят. А так, мне кажется, мало людей этот фильм видели, поэтому про широкую аудиторию ничего не могу сказать. У меня, может быть, наивная мысль появилась. Было бы интересно этот фильм показать где-нибудь в исправительной колонии нашей, и вот там как бы его обсудить, поговорить. Потом я знаю точно, что, например, очень много из моих бывших одноклассников находится вот сейчас в таких местах. Большая часть, в общем, людей сидит там. Может быть, у них есть выход в какие-нибудь именно вот как раз паблики, и они там могут посмотреть и тоже задуматься. В общем, так я подумала. Да. А вообще ты веришь как бы в силу кино, что оно может как-то поменять человека, повлиять на его мировоззрение? И есть ли у тебя такая цель, когда ты снимаешь кино, как-то какую-то вот идею донести, например, вот что там против насилия, да, какая-то мысль? Или ты просто снимаешь кино для кино, не для того, чтобы донести, как бы кого-то изменить, или, в общем, ты понял? Да, я понял. Я прям не скажу, что это моя мысль, но я согласен с ней. Я с годами понимаю, что искусство не меняет людей. Вообще никак не меняет. Она немножко, может быть, чуть-чуть как бы так подтолкнуть, но не нравоучение, оно человек не увидит фильм и поменяется сразу. Нет, может, какой-то маленький такой вектор ты можешь ему задать, и дальше он сам будет решать. Совершенно такой мизерный. Но при этом, например, ты говорил, что ты кино начал заниматься после того, как увидел сам, да, фильм Звягинцева «Возвращение». То есть на тебя повлиял, получается, кардинально этот фильм. Да. Я на самом деле кино... Говори. Да, мы кино... Я кино начал заниматься еще до Звягинцева. Просто я это не это... Может быть, я еще не
не понимал это внутри себя, что я хочу этим заниматься. Мы, помню, когда еще в школе учился, у моего друга была камера. Вот в то время была это такое, редкость. Такая большая камера была, и кассеты такие большие, может, кто-то помнит. И мы просто снимали какие-то... Он был актером, и такое смешное все было, конечно. Вот, в одной квартире просто снимали. Такое было хобби, такое развлечение было. И потом это все забылось. Я кино люблю, и так все это было постепенно. То есть я не осознавал, что хочу этим заниматься. А потом, когда именно в 3-м или 4-м году, в 3-м году, да, когда я увидел фильм Андрея Звягинцева, да, он меня прям сильно поразил, так прям ударил, я прям мозг ударил. Я помню, 3 или 4 раза ходил. Это было в Москве, кинотеатр художественный. В большом экране смотрел. И потом у меня была встреча случайная такая. Там в фильме «Возвращение» Андрей Звягинцев есть фотографии, которые идут в конце. Если кто видел, знает. Там эти фотографии сделал его друг Владимир Мишуков. И именно в тот момент, когда фильм показывали, да, в кинотеатрах, выставка фотографий была на Солянке, там была такая галерея, я туда пошел смотреть. И пустой зал, и случайно хожу там, и смотрю, как человек похожий на... А там фильм крутит, там на телевизоре фильм крутит, фильм о фильме, как снимали в «Возвращениях». Я смотрю, там человек в очках похожий на режиссера, а это он как раз и был Андрей Звягинцев. И там еще прям зал был пустой. Зал был пустой. И мы прям сели, и так прям поговорили минут 15. Я прям пообщался, и этот вопрос задавал там разные. Много. Но это такая встреча, не знаю, может быть, знаковая для меня. До сих пор помню. Вот так. Почему-то мне его фильмы ранее больше нравятся, чем поздние. Вот и «Возвращение», «Изгнание» больше. Круто. И потом. Сейчас у тебя новый фильм выходит, да? «Скамейка». Да, «Скамейка». Когда ты его будешь показывать, где? Пока я не знаю. Пока я не знаю, где я буду его показывать. Может быть, летом. Просто я сейчас не в Калмыкии, поэтому пока сложно о чем-то говорить. Да, и именно о сроках сложно говорить. Сюжет вы, наверное, видели. Трейлер видели многие. Там банальный сюжет. Я, на самом деле, люблю простые сюжеты, которые мы наблюдаем каждый день в жизни. Мы идем, там мужчина сидит. Я писал, пост есть в Инстаграме, как мне пришла эта идея. Просто я шел по 2-му микрорайону, и там такой человек уже пожилой, тоже в белой шапке, жарко, он в белой шапке в зимней, от жары, и он там роется в этом в мусорном контейнере и что-то ищет. Там у него тележка даже была с собой, что-то там искал. Потом я это запомнил, и потом я подумал, надо мальчика добавить, и туда мальчик был добавлен. И история про то, как они встречаются, знакомятся. Несколько дней их такого знакомства. Подробно не буду рассказывать. Кто-нибудь еще хочет задать вопрос? Вопрос, не рассматриваешь ли ты онлайн-площадки? Я не знаю, вообще есть ли онлайн-площадки для такого авторского кино? Я имею в виду для проката. Проката? Я не знаю, если честно, где такое показывать фильм. Вот я, честно, не знаю такого сервиса. Может быть, кто-то знает, мне подскажет, я просто не знаю, как его можно в онлайн показать. Сейчас просто время такое в этом плане. Ты покажешь фильм, а потом он в сети. Все. Да, поэтому...
Он появится в сети, но после надо как-то такой отдельный показ на большом экране. Появится, конечно. У меня еще один фильм есть, который тоже важный для меня. Ну, я его показывал, «Прощай, земля калмыцкая», про депортацию. Я показываю каждый год. В этом году не показывал, потому что у меня нету в Калмыкии. Каждый год на 28 число я показываю. В Родине показывал, в октябре показывал. И судьба этого фильма тоже пока не ясная, потому что он, в силу материальных там моментов, я его так особо и на фестиваль не отправлял, так получилось. Но я как бы хотел бы отправить, но поэтому я его не могу и выложить, и в то же время он такой как бы ждет своего часа. Люди его видели, или как бы он... так нельзя говорить, людям нравится, просто мне кажется, эта работа получилась, но у него судьба такая, он не может быть пока выложен, и в то же время он еще... Мало людей его видело, у него такая неопределенная судьба. Куда его, что с ним сделать? Только он показывается только 28 числа каждый год. Значит, нужно еще раз фестивали повторять и показывать так онлайн, как сегодня. Ну, к сожалению, сейчас у нас тема депортации, тема такая, мне там, когда я показывал, мне там люди говорили, что это не надо трогать эту тему. Ну, некоторые люди там не буду говорить, кто. Ну, знаете, это что за люди говорили? Ну, там разные люди. Ну, я ничего наверное, не буду, конечно. Чиновники, официальные лица, правильно? Ну, можно так сказать, да. Ну, тем более сейчас же у нас там мемориал запретили, там в России еще там. Ну, да. Поэтому, да, непонятно, да, что дальше будет. Печально. Ну, они за народ не могут говорить, так что я, как отдельный представитель калмыков, могу сказать, что мне лично интересна эта тема. И уверен, что таких много. Больше, чем таких чиновников, которые тебе это говорили. Ну да, кстати, в этом году, я замечаю, что раньше, когда ты, например, постишь, да, где-то про депортацию, особо никому не была интересна эта тема, но сейчас многие интересуются, что-то спрашивают, смотрят какие-то фильмы, я имею в виду не калмыки даже там. Многие буряты, например, даже не знали, что у нас была депортация. А сейчас многим эта тема интересна, многие обсуждают это, так что, мне кажется, наоборот, возможно, повысится интерес к этому фильму. Я просто к этому отношусь как, мне там некоторые люди упрекали, что ты там типа снял, и давай нам в сеть выкладывай. Я бы хотел бы, не то, что материальное что-то получить, просто мне, чтобы новое кино снимать, я вот это все кино, то, что я снял, да, это я как бы снимаю в основном все на свои деньги. И чтобы я от этого чтобы я дальше мог снимать, мне нужно какое-то вложение в следующее, да, чтобы фильм снять. Я на этом ничего не зарабатываю, ничего в этом плане нет. Я просто, у меня там душа требует, надо снять. Эта тема все важная, да. И вот хотелось бы, чтобы родился следующий фильм, надо нормально как-то презентовать этот. И пока не получается. Потому что это авторское кино, и так... Именно поэтому я тебе говорил о онлайн-площадках. Я уверен, что ты можешь гораздо больше собрать благодаря землякам, которые сейчас разбросаны по всему миру, чем в родине на этих официальных кинопоказах. Мне никто не подскажет, на какую можно площадку кинуть. Я подумаю, да. Надо будет посмотреть. Ладно, я тоже погуглю. Это раз такое дело. Спасибо. Ты вообще не рассматривал зарубежные? Что погромче, я не слышал. Ты не рассматривал зарубежные
Что-то я плохо слышу, где-то связь или что-то. Зарубежные площадки? Не-не-не, кинофестиваль. Ну, там же довольно много кино, которого в том числе не на английском языке. Вполне есть кинофестиваль. Ну да. Да. На зарубежные фестивали, в смысле, да? Или онлайн-площадки? На зарубежном фестивале, да. Именно конкурсы? Фестивали. Ну да, просто нет возможности материальной это сделать, поэтому так. Мне кажется, стоит сделать субтитры на все фильмы, которые у вас есть, которые, как вам кажется, удались, и эту тему поресерчить, потому что очень много таких фестивалей. Нужно на это, естественно, отдельное время заполнять эти заявки. В общем, все это с нейросетью можно сделать, там DeepL, то есть спокойно можно перевести, сделать субтитры и сделать аннотацию, и как бы уже по готовой, рассылать просто. Это вообще отдельная тема, да, вот Patreon, заявки, гранты, это чтобы обрести эту независимость, которая тебе позволяет творить дальше, нужно потратить какой-то ресурс, временный, я понимаю. Но оно стоит того. Да, согласен. И в целом, мне кажется, сейчас повышается интерес к национальному кино народов России. Например, якутское кино, да, хорошо выстрелило, и все заинтересовались на Западе какими-то вопросами коренных народов. Поэтому, мне кажется, вполне возможно, можно получить какое-то финансирование, гранты, да, от каких-то фондов, может быть. По крайней мере, искусство, современное искусство, они спонсируют на эту тему. Если закончились вопросы, то можем пойти дальше. Или кто-то... Я хотела последний отзыв оставить насчет именно этого фильма. Мне очень понравился он именно тем, что как будто бы он дышит. Мне показалось, что он не сильно как бы обуславливает тебя то или другое чувствовать, или так или иначе интерпретировать вот именно в этом пространстве, в этом воздухе. И заключается, мне кажется, его красота для меня лично. И еще хотелось отметить, что звук очень здорово сделан, звучит все очень профессионально. Вот это озвучка на Калмыцком. Спасибо большое. Да, актеры очень круто играют. Вот парень, который друга изображает, и там есть вот этот долгий кадр, где он кричит, да, в slow motion, возможно, или нет? Когда убили. Там замедленное. Да. И прям у него так эмоции, несмотря на то, что в slow motion видны все, как бы, если бы что-то не так было бы заметно на его лице, что что-то не так. Но выглядело прям очень, да, эмоционально. Это Чертакаев, один из самых талантливых, молодых актеров наших калмыцких. Круто, да. Давайте тогда пойдем дальше по программе, если это все. Спасибо большое, Ралтан. Всем спасибо большое за разговор, за отзывы. Спасибо. Начинаем смотреть фильм «Апрель» режиссерки Светланы Акунко.
Ба, можешь спеть что-нибудь? Эйджиндун. А? Эйджиндун. Эйджиндун могу, конечно. Китана булгена ясанданьо, кирегана солая. Кирегана собачиня. Килбаштай джема санагдад. А о чем эта песня? Проедет. Проедет. Единственный проедет. Шеет. Так, один миллиончин. Дальше. Поехали. Должны были 17-го забрать, а тут позвонили с работы. Какая команда, куда, что, когда? Вот такой нам стул. Конечно, есть там стул? А вон это... По-шведски хоть? Коля, иди садись. Ну что, все живы-здоровы, радостны. Давайте выпьем за нас, за маму, за все события, которые прошли, которые будут. Давай, за здоровье всех. Всех даже. Кого нет? А возьмут в армию забрать. А, еще Ничего, надо все попробовать. Ну хоть сними шапку, посмотрим твою голову. Люба, Лариса, ты будешь не видеть. Слушай, копия Сергея. Шапку снял ее, ста Сергей. Ага, уши торчат. В автобусе еду, смотрим, они все в форме. Ой-ой, так здорово. Ну, он сказал, что Ставропольский край, ВВС. Самладanya нахалече, буянтай масанагна. Вот видишь, я желаю вот это бросу, вот это. Были там? Да. Тополь. Да. Вот мы вот, я сейчас пою. Вот. Как мать сильный такой, он такой. Эй. Как-то как будто в отпуск уехал, да? Зима, Новый год, а там раз... Давайте, за легкую службу, чтобы он... Нет, это твоя. А что ты скинул? Давайте делай всем здоровья, говорю. И бабушка особенно. Знаешь, отправляют, а никого нет. Я говорю, как я начала пить этот? Варшавянку. Ой, славянку. Прощание славянки. Мы же хотели. Да. Ну все, давай. Хамиям шогам другам гахар. Жилдан серглат амфили датан. Папа, Лера упала. Не все, конечно, это половина мна. Даже больше половины нет. Остальные вот хабур-чабур здесь были, я собрала. Хабур-чабур. Самое главное, на хабур. Это моя старшая дочка только приехала с Ирландии. Дочка была. А Люба средняя дочка у меня. А он... это любимый. Это сын. Старший сын. Еще старший сын дома. Мы говорили. Ну вот. Кое-который собрали.
А когда степь увидели из поезда? Обрадовались, ой, как рада была. Когда едешь в свою сторону, подъезжаешь, уже наши, уже видно. Да, земля свободная. У нас калмыцкий степь большой, хороший. Вот, а иногда вот ночь просыпаюсь, всякий раз да плохой думаю. Ума заходит, хоть не захочешь, и все равно заходит. Думаешь, ну, смерть близко стала, я скоро буду туда-сюда. Я 91 год уже живу так. Вставайте, он нам не герой харшин. Я деревья золотые. Он тендамчины. Халан олча я десантерло нож терце. Цвар так шкада кулайя яхна мания. Мания бадмахам, мания бадмахам. Мания бадмахам, мания бадмахам, мания бадмахам, мания бадмахам. Om dari dari soha, om dari soha, dan swarne kishene kolta harhanan, manyak nyahna, manyak nyahna, belganak chana harhan. Отчаянно надо, а то люди скажут, ты такая-сякая, уже унижаться будешь, это совсем спадешь. Надо серьезно надо отвечать, надо наоборот, ответ надо серьезно дать, не поддаваться. Вот так я желаю. Ну вот. Ой-ой-ой. Ну, я знаю чуть-чуть, то, что знаю, могу рассказать. Ну, этому фильму уже сколько, 13 лет, да, будет в этом году. Это тоже фильм учебный. Снимался он на пленку. Ну, в тот момент, ну, в то время я там рядом не была, я не видела этот процесс. Знаю только эту семью с детства. Наводная Дучеева, они тоже, ну, так видно в фильме. Вот. Ну, фильм этот высоко оценили, тогда он на фестивале показывали его «Святая Анна». Но дома были просмотры, кажется, вот Света, ну, вот другая наша знакомая Света пыталась организовать, и она не удалось. Показывали, там приходили Эйджи, смотрели, тоже хорошо, тепло встретили. А так, ну, не знаю, насколько вот вы сами знали про этот фильм. Да, сейчас совсем по-другому смотрится. По-другому смотрится сейчас этот фильм, да, в свете этих событий. Но там она
Эйджи, да, она говорит же о том, что ее, как бы, ей вспомнилось, да, вот для нее это как бы связь с той депортацией, с тем, что она пережила. Если мы говорим там про цикличность, как ранее ты упоминала в обсуждении другого фильма, то тут как бы я тоже об этом еще раз подумала. Сложно сейчас оформить эту мысль, но, в общем, как-то меня тоже задело. Я давно тоже не смотрела этот фильм, не пересматривала. Вот сейчас это, конечно, что-то новое несет. Да. Есть ли еще какие-то у кого-то комментарии, мнения? Кто-нибудь хочет что-то сказать? Да, я, наверное, хотела бы сказать, что я вижу этот фильм первый раз. Вот, наверное, я бы поставила ему очень высокую оценку. Меня вообще тронуло до слез, причем с самых первых секунд, когда начинается песня. Вот, и то, о чем мы уже говорили, что это переосмысление фильма в связи с текущими событиями. Опять же, о том, что, например, молодой человек в фильме уходит в армию очень резко, неожиданно. Это и отсылка как бы к нашему прошлому, нашего народа, и к тому, что, например, сейчас происходит там, в связи с мобилизацией, например, и так далее. Вот. Но при этом вот такой, наверное, не очень веселый повод становится поводом... Не очень веселое событие, да, то, что там на год или на 2 человек уходит в армию, становится поводом для более хорошего события, для сбора семьи. Вот, и мне этот момент очень понравился. Именно тематика семьи, единства. И, например, находясь далеко от родины, очень много чувств это вызывает. Вот, мне фильм очень понравился. Спасибо большое автору за него. Да, вот эта сцена с семейным застольем, конечно, очень трогает и очень забавно, как, казалось бы, мы там, наверное, в разных районах жили, но все калмыцкие застолья очень похожи друг на друга, все одинаковые какие-то фразы говорят, там, с одинаковым говором каким-то разговаривают. В общем, да, такой культурный код у нас. Я прям смотрю, и это буквально могло бы быть застолье моей семьи, и все точно так же проходило. И это очень как бы трогает, да. Вспоминаешь детство, какие-то свадьбы. Да, согласна. И в фильме все так естественно выглядит, вообще без... Как будто действительно просто вот... Ну, я так поняла, это реальная история, и просто украдкой сняли это, как будто бы, и люди себя все естественно в кадре ведут. Вот, действительно, очень напоминает и мою семью, и, наверное, многие ваши семьи тоже. Знаете, я вот сейчас подумала насчет вот этой темы внезапности, вот, депортации, и вот как в этом фильме показано, то, что внезапно вот парня отправляют на службу, и какое-то чувство вызывает вот, что ты видишь, что ты как будто славливаешь, схватываешь вот эту хрупкость и при этом силу, вот, в которую в себе эта бабушка заключает, да, в себе несет она. То есть как будто бы это вот вся вот эта вот вся эта обстановка, вся ее манера вот себя вести, вот эти события, как будто они несут в себе вот это достоинство. Ну, в общем, сложно говорить об этом, но я надеюсь, что как-то вам тоже это отозвалось. Ну да. Что и сила, и как бы нежность, и хрупкость, как бы все это вместе, и все это составляет, несет в себе такое особое достоинство. Ну да, Эйджа такая маленькая,
да, хрупкая, но при этом, когда слушаешь ее историю жизни, понимаешь, что она очень многое пережила и как бы прошла через многое, и она на самом деле сильная женщина, пожилая, да. И вообще уязвимость этих, ну, как бы, уязвимость вот этого парня, уязвимость этой семьи в этот момент, когда так... То есть это как будто и то, что ей это напомнило, вот это событие, оно никуда не уходит, оно никуда не уйдет. Да, я, кстати, не заметила, точнее, я это заметила, но забыла о том, что там говорится, да, прямо, что неожиданно пришла повестка парню, и, ну, они прям не ждали, и очень быстро он, видимо, собрался и уехал. И поэтому там параллель с депортацией, где тоже в один день это произошло. Да. Угу. Да, и еще если говорить там о хрупкости, о силе, я заметила такой момент, что человек об этом рассказывает без надрыва, без какого-то так страдания, при этом очевидно, что там, эти события очень закалили, что это человек большой силы, но при этом как бы ни себя не ставит никакую ни позицию жертвы. Да. Просто это моя жизнь, да. Да, согласна. И еще вот забавный момент, я не знаю, у меня папа, как бы, ну, ему уже лет вот 60 с чем-то сейчас. И у него тоже есть вот эти слова какие-то вот, которые только, мне кажется, те, кто калмыцкий изначально знали, а потом на русском начали говорить, вот это слово «думки». Он говорит, думки мне лезут в голову. Просто я ни разу не слышала, чтобы кто-то говорил слово «думки». Кроме моего папы, да, и вот бабушек калмыцких. Это такой милый момент. Думки. Ты пропадаешь. Блин, да, извините, я поняла. Ну, в общем, да, такое просто слово забавное, которое используют часто калмыки. Ну, еще кто-то что-то хочет сказать, может быть? Если все, то давайте посмотрим последнюю нашу работу в программе от Айса. И там, ну, небольшая работа, атмосферное видео, запись листы. И на этом закончим наш фестиваль. Спасибо всем, кто присоединялся. Да, давайте приступим к просмотру. Спасибо.
На этом все. Спасибо всем за участие, за обсуждение, за просмотр нашего фестиваля. Это последний был день. Вы можете потом посмотреть запись, если вы не успели на весь фестиваль или вообще не успели, то посмотрите на канале Ой Радио в YouTube запись. На этом все. Подписывайтесь на канал Ой Радио в Телеграме. Там мы устраиваем разные программы, обсуждения, музыку, фильмы и так далее. Будем рады, если вы присоединитесь.